Здравствуйте! У нас с вами очередной урок. И тема этого урока – каким бывает здоровье. Я надеюсь, что за это время вы написали открытку «Я помню» и передали самому близкому человеку в семье. А в портфолио у вас появилась новая работа в разделе «Творческие работы». Тетрадь для записи на этом уроке перед вами? Мы сегодня будем писать. Итак, начинаем. Сегодня на уроке мы будем говорить о здоровье, каким оно может быть. А для этого уточним, какая часть речи помогает обозначать признак, то есть помогает нам описывать предмет или лицо. Узнаем, какие признаки обозначают качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Наш урок мы начнем со знакомства с новыми для вас словами. Для начала предлагаю посмотреть на серию фотографий и подумать, что объединяет все эти снимки. Вы обратили внимание, что все, кто на этих фотографиях, бегут? Куда они бегут? Почему этим утром они бегут в одиночку и в группе? Почему они бегут и в плохую погоду, и в хорошую? Надеюсь, что у вас появились ответы. Все герои фотографий хотят быть здоровыми, энергичными, то есть полными сил, полными энергии, бодрыми, то есть активными в течение каждого дня. Этому помогает пробежка. Каждое утро они ставят перед собой задачу пробежать несколько километров. Именно такая пробежка ежедневная, каждый день, и помогает им успешно справляться с тем, что предстоит делать каждый день. Учиться, работать, помогает иметь хорошее здоровье, крепкое, богатырское, то есть как у богатырей, сильных людей. Давайте еще раз обратим внимание на новые слова. Бодрый, богатырский, ежедневный, энергичный, пробежка. К некоторым из этих слов, и не только к этим, найдем антонимы. Запишите антонимические пары. Вы помните, что антонимы – это слова, противоположные по значению. У вас будет время сделать записи. А теперь давайте проверим, какие слова противоположны по значению. Бодрый, усталый, больной, здоровый, вредный, полезный, грустный, веселый, крепкий, слабый. Ребята, если вам удалось записать 4 или 5 пар, то вы справились с заданием на отлично. А если 3 антонимические пары, то справились на хорошо. Ну а если меньше, то предлагаю быть внимательнее на этом уроке. Это поможет вам усвоить слова. А теперь давайте посмотрим, как употребляются эти слова. Пробежка какая? Утренняя, легкая, ежедневная. Нужно быть каким? Здоровым, бодрым, энергичным. Например, с чего начинается утро у мамы с детьми?
Мама на фотографии какая? По какой дорожке они бегут? Чье настроение передается детям? Какие они на фотографии? Как вы думаете, какими они будут в течение дня? У многих день начинается с утренней пробежки. Ежедневная пробежка нужна. Радостная мама бежит рядом с детьми по знакомой дорожке. Мамино настроение передается детям. Они радостные и энергичные. У бодрых людей все получается. Вы обратили внимание, что описать фотографию нам помогли прилагательные, слова, которые называют признак предмета или лица. В 6 классе вы уже говорили об этой части речи. Сегодня мы с вами обратим внимание на то, какие признаки называют прилагательные. Они могут показывать признак предмета или лица по качеству. Например, сравните вкусный завтрак и вкуснейший завтрак. Два прилагательных с одним корнем, но второе прилагательное «вкуснейший» показывает, что завтрак не просто вкусный, а очень-очень вкусный, самый вкусный. А вот, например, прилагательное «домашний завтрак». Это прилагательное «домашний» показывает, что завтрак приготовили дома. Как видите, прилагательные показывают разные признаки, поэтому называются тоже по-разному. Бывают качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Предлагаю обратить внимание на экран. Какие прилагательные называются качественными? Качественные прилагательные – это такие прилагательные, которые обозначают такой признак, который может быть в предмете в большей или меньшей степени. В каком из предложенных словосочетаний встречается качественное прилагательное? Лесная тропинка, вкусный завтрак, дедушкино здоровье. Ребята, конечно, в словосочетании «вкусный завтрак» прилагательное качественное. Мы можем сказать так: «вкуснейший завтрак» или «вчера был вкусный завтрак, но сегодня завтрак вкуснее». А в тексте, который мы прочитали только что, качественные прилагательные – это прилагательные бодрый, энергичный, радостный. Ребята, сейчас я предлагаю заменить выделенные в предложении слова синонимами и записать получившееся предложение в тетрадь. У вас на это будет время. По неширокой тропинке поднималась в горы группа активных туристов. Давайте проверим ваш вариант и вариант предложения, который на экране. Надеюсь, что у вас все получилось. По узкой тропинке поднималась в горы группа бодрых туристов. Теперь давайте посмотрим, какие признаки обозначают относительные прилагательные, и определим, в каком словосочетании встречается относительное прилагательное. Итак, относительные прилагательные обозначают признак предмета через его отношение к другому предмету, действию, месту, времени. И словосочетания для работы. Горная тропинка,
бодрое настроение, дедушкино здоровье. Напомню задание. Ребята, в каком из этих словосочетаний относительное прилагательное? Вы увидели, что в словосочетании «горная тропинка» прилагательное показывает, что тропинка имеет отношение к горам, то есть тропинка расположена где? В горах. А в тексте, который мы прочитали ранее, относительное прилагательное «утреннее». Это прилагательное показывает, что пробежка имеет отношение к утру. Пробежку совершают когда? Утром. Я предлагаю приготовиться к тому, чтобы сделать короткие записи. Приготовьте тетради. Ребята, готовы? Измените словосочетания так, чтобы в них были относительные прилагательные. Тропинка в горах – горная тропинка. Первое словосочетание. Стадион в школе. Второе. Зарядка утром. И дорожка для бега. Как сказать по-другому? Получилось? Давайте проверим. Стадион в школе – школьный стадион. Зарядка утром – утренняя зарядка. Дорожка для бега – беговая дорожка. Есть и еще один разряд. Это притяжательные прилагательные. Они отвечают на вопросы чей, чья, чье, чьи. Посмотрите, в чем их особенность. Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета лицу или животному. И задание. Определите, в каком словосочетании притяжательное прилагательное. Утренняя пробежка, письменный стол, мамино настроение. Вы увидели, что в этих примерах в словосочетании «мамино настроение» прилагательное «мамино» образовано от слова «мама» и показывает, что это ее настроение. Чье настроение? Мамино. Предлагаю употребить притяжательные прилагательные, чтобы обозначить принадлежность. Запишите прилагательные в тетрадь. У вас будет время. Образец. Настроение мамы, мамино настроение. Первое словосочетание. Здоровье дедушки. Второе. Плащ сестры. Третье. Пение птиц. Надеюсь, что у вас все получилось. Давайте проверим. Здоровье дедушки – дедушкино здоровье. Плащ сестры – сестрин плащ. Пение птиц – птичье пение. Ребята, продолжаем. Хочу напомнить, что прилагательные изменяются по родам, числам и падежам. Их форма зависит от имени существительного, к которому они относятся. Мы уже встречали слово «радостный» в тексте, который читали раньше. Посмотрите, если мы говорим о сыне, то говорим «радостный сын». Имя прилагательное в мужском роде, единственном числе, именительном падеже, как и существительное. Если же у нас существительное женского рода,
единственного числа в именительном падеже, то будем употреблять имя прилагательное в женском роде, единственном числе, именительном падеже. Радостная мама, радостная дочь. А вот слово «настроение» – это существительное среднего рода, поэтому и прилагательное употребляем в среднем роде, в единственном числе, именительном падеже. Во множественном числе родовых различий нет, хотя падеж, конечно же, такой, как у имени существительного. Раньше мы изучали эту особенность прилагательных. Сегодня наблюдаем, следим, чтобы не допускать ошибок при употреблении имен прилагательных. А что нужно для этого сделать? Обратите внимание. Давайте вспомним алгоритм действий для определения рода и падежа имени прилагательного. Первое. Определите предмет, лицо, признак которого обозначает прилагательное. Второе. Определите род, падеж, число этого слова. Третье. Задайте вопрос от данного слова к прилагательному. Четвертое. Употребите прилагательное в том же роде, падеже и числе, что и слово, к которому оно относится. А сейчас, используя этот алгоритм, восстановим текст. Я даю вам немного времени, чтобы вы подумали, в какой форме нужно употребить имена прилагательные в следующем тексте. Ребята, давайте проверим, как выглядит восстановленный текст. Часто о моем папе говорят, что у него железное здоровье. Раньше я удивлялась, разве здоровье бывает из железа? Бывает крыша железная, а еще шиферная. Бывают железные ворота, а еще деревянные. Сейчас знаю, папино здоровье крепкое, как железо, а может быть, как сталь. Сталь ведь крепче железа. А сейчас предлагаю посмотреть на рисунок. У кого из героев рисунка железное здоровье? У девушки или у юноши? Почему вы так думаете? Давайте представим, что может сказать о своем здоровье девушка, а что может сказать юноша. Посмотрите, кому какие прилагательные будут нужны. Решили? А теперь на экране вы увидите опорную фразу. Попробуйте ее восстановить от имени юноши или девушки. Запишите эти фразы в тетрадь. У вас будет для этого время. Предлагаю посмотреть на возможные высказывания юноши и девушки. Девушка. Я могу сказать, что у меня хорошее, крепкое здоровье, потому что я каждое утро пробегаю 5 километров. Юноша. А я не могу сказать, что у меня крепкое здоровье. Оно не важное, потому что сегодня я не смог пробежать с тобой 5 километров. Как вы думаете, что посоветует девушка
своему другу? Думаю, девушка посоветует бегать каждое утро. Может, сначала это будет не 5 километров. Ребята, вы согласны? Сейчас хочу показать вам одну открытку. Дорогой дядя Оскар, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе сибирского здоровья. Твоя племянница Айнура. Раньше на поздравительных открытках часто так писали. Как вы понимаете выражение «сибирское здоровье»? Каким словом можно заменить слово «сибирское»? Ребята, сибирское здоровье означает крепкое здоровье. Когда мы хотим поздравить кого-нибудь из наших близких, мы обязательно желаем здоровья. Сегодня мы вспомнили ряд прилагательных, которые помогут написать поздравление. Но все чаще мы пишем СМС. Вот я и предлагаю написать СМС одному из ваших близких людей с пожеланием здоровья. Кому, в связи с чем вы отправите СМС? Копия СМС, надеюсь, появится в вашем портфолио. Итак, ребята, еще раз. Как продолжить работу самостоятельно? Напишите СМС с пожеланием здоровья. Копию СМС включите в раздел «Творческие работы» вашего портфолио. А сейчас подведем итоги нашего урока. Итак, мы сегодня говорили о здоровье и узнали, какие разряды прилагательных есть в русском языке. Вспомнили, что прилагательные согласуются с существительными в роде, числе и падеже. Употребляли прилагательные в речи. Приготовились писать поздравления с пожеланием здоровья. На этом урок завершен, ребята. Надеюсь, он был полезен. До свидания.